В 99 году курс набирал Марсель Хакимович и Фарид Бекчентаев. Я, конечно, только слышала о них, не знала, жутко волновалась. Я помню, когда вот я захожу в аудиторию, и Марсель Абы задает мне вопрос. Ну, что ты подготовила? Расскажи. И я помню, начала читать монолог Гаяз Какы Зулейха. И только я начала говорить, и у меня уже сразу потекли слезы. Марсель Абы так сидел, приподнялся, смотрит на меня и говорит: все, стоп, все понятно. Остановись, остановись. Здравствуйте, дорогие телезрители! Исянмесис Хермет Эдуслар. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит очаровательная актриса театра Камала Гузель Шакирова. Встречаем! Исянмесис Гузель. Вау! Какие Руслан. красивые цветочки. На пороге осень, да? Да, так хочется тепла и красоты. Я хочу отметить, что это мои самые любимые цветы, фиалки. Они вот даже как-то чем-то похожи на меня. Такие вот миниатюрные, маленькие. И популярные. Скромные и очень даже неприхотливые. Поэтому я хочу подарить частичку своей души. Как она это красиво. Все-таки видно, что в гостях у нас актриса Бигзур Ахмед. А это пригласительные на наши спектакли. У нас открывается новый сезон, поэтому мы ждем вас в нашем театре. Бигзур Ахмед, большое спасибо, обязательно увидимся. Гузель Шакирова – заслуженная артистка Республики Татарстан, актриса Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Родилась в Набережных Челнах. Со школьных лет активно участвовала в школьных мероприятиях, танцевала, рассказывала стихи, играла в постановках. Окончила Казанский университет культуры и искусств, курс Марселя Салимжанова и Фарида Бекчентаева и была принята в труппу Татарского академического театра. На сцене театра воплотила разноплановые образы, такие как Гульзирак, «Прости меня, мама» Батуллы, Алсу в «Железном горошке» Бухараева, Асма в «Женщинах 41-го» Заки Зайнуллина, Мальчика в «Зангар-Шаль» Карима Тинчурина и многие другие. Ну а сейчас мы начинаем наш самый интересный процесс приготовления нового блюда. Уверен, это блюдо я еще не готовил. Гузель, расскажи, какой рецепт сегодня у нас? Да, яшель-чали таок называется. То есть курица с овощами тогда? Да. Для нашего блюда понадобится филе курицы, сметана, паприка, помидоры, лук, перец, мука и вода. В общем, ингредиенты все на самом деле несложные, но уверен, сам рецепт будет очень даже интересный. Очень даже интересный, полезный и легкий. Итак, начнем. Руслан, я поручаю тебе мясо, как мужчине, а я буду тем временем резать картошечку. Это будет наш гарнир к нашему блюду. И мясо нужно будет порезать соломкой. Соломкой. То есть мы все режем соломками. Так, ну заметил, сегодня ты выступаешь в роли режиссера. То есть, видишь, ты все-таки командуешь, я актер. Да, конечно. Ты знаешь, самое главное, Руслан, в приготовлении пищи нужно готовить с любовью, любить готовить. И быть тогда... слегка голодным, мне кажется. Тогда будет все хорошо. И блюдо будет очень вкусно. Сейчас мы картофель готовим для нашего гарнира. Руслан, подай, пожалуйста, мне посуду. Так, ну вот в этой кастрюльке я предлагаю в чугунке готовить сегодня. Да, конечно. Наш гарнир. Да. Опускай. Все вот так вот аккуратно ложим. Да, готовить я уже начал давно, и про меня уже, понимаешь, все знают. А вот про Гузель Шакирову, я думаю, знают немногие именно про ее биографию. Все, что знаю я, то, что ты родилась далеко, кстати, далеко от города Казани, в Бахтанышском районе, в деревне Шишме. Нет, не так. Расскажи-ка нам, как было на самом деле? Как было на самом деле. Я родилась в городе Набережные Челны и выросла в этом городе до 12 лет. Росла. С нашей семьей мы переехали в Бахтанышский район, в деревню Чешму. Училась я в сельской школе, которая находилась 3 километра от нашей деревни. И вот 6 километров я ходила в сельскую школу учиться. У нас это называется бесплатный фитнес. Бесплатный фитнес, да. Как и все дети, которые росли в деревне, я также ездила на сенокос, пасла овец, коров. То есть у меня была такая вот жизнь. То есть настоящая аулкоза, настоящая деревенская девушка. Да. Ты знаешь, Руслан, я вот в своих воспоминаниях
помню такой момент, когда я просыпалась утром Мгм. от запаха свежеиспеченного хлеба, который готовила в печке моя Делани. Бабушка утром вставала, вынимала из печки вот этот хлеб, он назывался кольще. И горячий этот хлеб стоял на столе, мы брали деревенскую сметану с этой намазывали кольщейным истине и сверху песочком. И вот это было самое вкусное блюдо, какое я ела в своей жизни. Поэтому всем нашим любимым бабушкам, кто еще с нами, большое что? Спасибо. И солян. Сейчас вот мы перекладываем картошку сюда. Можно уже теперь поставить Уже на плиту, да? Да. Так, попозже мы ее посолим. Мгм. А сейчас, Руслан, я займусь помидорами. Их нужно предварительно подержать минут 5 в кипяточке, Мгм. чтобы снять с них кожицу. Так, вот кипяточек слева от тебя. Да. Пожалуйста, Вот тебе 2 подай тарелочки. мне посуду. Прошу. Мгм, спасибо. Гузель, ну переходим к самому интересному вопросу. Мгм. Кто, во-первых, обнаружил в тебе талант актрисы? И с чего все начиналось? Как всегда, с красивой песни в садике? Или уже тогда ты участвовал в каких-то театральных постановках? Да, совершенно верно. Моя любовь к театру, к искусству началась именно со школьных лет, когда я участвовала в школьных мероприятиях, во всяких конкурсах различных. Ну, ты участвовала как актриса, тогда Нет, еще нет, нет. молодая? Или Нет. как певица там? Я танцевала, я еще я танцевала. придумывала костюмы, шила сама, была постановщиком своих танцев, сама танцевала эти танцы свои. Это были национальные танцы или современные? И в том числе? национальные, и современные, также читала стихи. То есть помимо этого хорошо рисовала и даже получила призовое место по республике по рисованию. Ну, тогда в душе у тебя была уже мечта, вот, все, закончу школу, поеду поступать и буду Конечно, актрисой? конечно. Я уже знала то, что я буду только актрисой. И поэтому, окончив школу, я поехала поступать в Институт культуры и искусств. Ну, вот самый интересный момент, я думаю, для многих, это момент поступления. Мгм. Кто принимал экзамены, расскажи, какой диалог ты читала, какую миниатюру показала? В 99 году курс набирал Марсель Хакимович и Фарид Бекчентаев. Я, конечно, только слышала о них, не знала, жутко волновалась. Я помню, когда вот я захожу в аудиторию, передо мной сидит комиссия, и Марсель Абы задает мне вопрос. Ну, что ты подготовила? Расскажи. И я помню, начала читать монолог Гаяз Хакы Зулейха, и только я начала говорить, и у меня уже сразу потекли слезы. Марсель Абы так сидел, приподнялся, смотрит на меня и говорит: все, стоп, все понятно. Остановись, Актриса, остановись. Потом он мне дал такое задание. Вот из окошка, видишь, там далеко через дорогу человек идет. Вот сейчас крикни, чтобы он обернулся, услышал, как ты крикнула. Мне было очень страшно. Я не представляла, как можно так крикнуть громко. Но все-таки я собрала силы и крикнула. И это тебе помогло в итоге поступить, да? Ну, да. Гузель, ну после таких трудных испытаний, я бы сказал, громких испытаний при Мгм, поступлении, все, ты студентка Института культуры. Да, Счастливая, да, радостная. счастливая просто. А теперь про процесс вот обучения расскажи. Да. Все-таки он более интересный, чем у экономистов и Конечно, юристов. конечно, конечно. Марсель Абы проводил уроки очень интересно, потому что он очень много рассказывал нам о интересных личностей, истории какие-то от жизни театра. И вот мы сидели и слушали одним дыханием. Единственный человек, который еще успевал при этом записывать, это была я. И вот это Из всей группы? Из всей группы. Вот сейчас одногруппники И смотрят, говорят, я вот какая успевала, скромная одногруппница. я успевала еще это и записывать. И вот эта тетрадь, она до сих пор хранится у меня дома. Ты, наверное, была отличницей. Да. Какую-то историю можешь вспомнить из тех, которые Так, были рассказаны? можно? Так, лук надо пожарить, да? Да, Давай. нужно Сейчас я обжарить. включу сковородочку. Так, маслица чуть-чуть. Прошу. Мгм. Вот так вот выкладываем лук, обжариваем отдельно. Наши студенческие годы, конечно же, прошли очень интересно, весело. С первых уже дней, как нас взяли
на первый курс мы уже участвовали в массовых сценах, вместе с актерами ездили на гастроли, участвовали в спектаклях. С дипломным спектаклем «Эмили Золям», Рабурден Варислар, я помню, мы выехали на 10 дней в Актанышский район. К себе на родину, можно К сказать, себе на на вторую? родину, ездили по деревням все 10 дней. Вот весь наш курс. Мы играли вот этот вот спектакль дипломный. И что самое интересное, то, что мы самостоятельно, каждый из нас распределил каждую свою работу. Помимо того, то, что мы играли на сцене, кто-то из нас ставил декорации, кто-то отвечал за свет, кто-то за звук, кто-то гладил костюмы, кто-то отвечал за реквизит. То есть вот у нас еще была такая вот То есть коллектив был очень дружный. Да, работа. Так, сейчас, кстати, мы, я думаю, если ты позволишь, должны посолить картофель. Да, конечно. Так. А я очищу помидоры. Гузель, вот мы вспомнили самые интересные моменты обучения в институте, да? Вот, получил этот диплом. Были ли проблемы с трудоустройством? Вот Нет. обычно же не весь поток сразу приглашать, тем более в театр Камал. В 2004 году закончила учебу и сразу меня взяли в труппу Камалского театра. А ты не думал вообще, вот сразу любовь к театру Камала у тебя была, честно Ну, скажи? конечно. Ведь у нас ведь есть и конечно. другие известные театры. Нет. Ты здесь ли определила все? Конечно. Театр Камал? Театр Камал для нас был это родным домом. С первого дня, как нас взяли в этот театр, я просто была влюблена в этот театр. Ну, по твоим рассказам можно понять, что обучение тебе давалось легко, ты нашла себя, да? Да, А вот да. начинающим артистам, кто в этом году, вот осенью поступил на первый курс, например, Института культуры, да, и тоже мечтает работать впоследствии в театре Камала, выступать с тобой на одной сцене, какие советы ты дашь? Что надо, вот какими качествами надо обладать настоящему актеру, артисту? Нужно огромное желание и, конечно же, талант. Так что, дорогие первокурсники, желания, я уверен, у вас много, ну а талант он раскроется. После небольшой паузы раскроется и секрет нашего основного блюда. Оставайтесь с нами. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Готовим мы сегодня с актрисой театра Камала Гузель Шакировой очень интересное блюдо под названием Яшельчали таук. «Курица с овощами». Что мы имеем? Мы порезали филе курочки, почистили помидоры от кожицы, поставили на огонь гарнир картошечку, обжарили лук. В принципе, пока что все. Продолжаем. Да, продолжаем. Руслан, сейчас возьми, пожалуйста, посуду. Нам нужно обжарить куриное филе. Для этого у меня есть казан побольше, Хорошо. мой любимый, в котором блюдо получается очень даже вкусное. Да. Тем более мясо. Добавим Так, что добавляем? масло. Маслица чуть-чуть. Так, И достаточно? перекладываем, да. Так. Сейчас я все это обжарю, а что будешь делать ты? Я буду резать помидоры и болгарский перец. Кстати, что мы еще делаем с лучком? А в лук мы сейчас добавляем паприку и немножко воды. Так, ну давай сначала я закончу с курочкой. Гузель, ну мы продолжим наш разговор с театром. Уже устроилась, уже получаешь роли, уже узнают зрители. Что интересного из работы, вот уже получается 13 лет ты работаешь в театре Камал. Расскажи, пожалуйста, какие-то секреты, может быть? Во время вот работы бывают всякие разные и смешные случаи, и какие-то истории. Я вот хочу сейчас рассказать одну историю из моей жизни. В нашем театре, в репертуаре идут спектакли не только для взрослых, но и для маленьких зрителей. И вот у нас в нашем театре шел спектакль Туфана Миннулина «Деревенский пес Акбай». Был выходной день, я была дома, и вдруг раздается телефонный звонок. И мне говорят, что нужно заменить актрису, которая играет в этом спектакле главную роль, Тями Тамак. Спектакль начинается через 30 минут. А ты сидишь дома? А я сижу дома. Мало того, в этот момент у меня была еще травма руки с температурой. Прибегаю в этот театр. Остается уже там времени буквально 5-10 минут. Мне дают текст, его было бесполезно даже читать, потому что... То есть до этого ты эту роль не играла? Нет, эту роль не играла. Начинается спектакль, открываются кулисы. Я стою с завязанной рукой своей, не знаю ни роли, белый лист. Зрители на меня смотрят, и надо что-то делать, надо играть. И вот я вот этого никогда не забуду, свои вот эти ощущения. Ну, конечно же, спектакль прошел хорошо, дети полюбили. Этого героя, который Этого молчал, героя... был с перевязанной Нет, я не рукой? молчала, нет, своими словами я все равно сыграла эту роль. Спасибо моим коллегам, которые мне помогли, поддержали. Я что хочу сказать, то что вот в нашей профессии, и не главное вот даже то, что ты
учишь роль, занимаешься вокалом или танцами. Но самое главное, нужно быть готовым вот к таким ситуациям в нашей работе. Вот так вот, дорогие друзья. Артистам надо быть круглосуточно и не отключать телефон. Да. Вам могут позвонить из театра. Руслан, сейчас я перекладываю пока помидоры. Ты Вот прикрой курочку пока крышкой. просто можно закрыть, да? Да. Мгм. А я буду резать перец. Так, а я? Я же тоже должен что-то делать. А ты, Товарищ пожалуйста, режиссер, А ты, пожалуйста, займись укропом. порезать укропчик. Да. Лучок у нас на медленном огне поджаривается. Мгм. Ой, очень ароматные специи. Да. Кстати, вот паприка, она именно подчеркивает вкус в этом блюде. Гузель, Да. позволь мне от лица всех поклонников театра Камала поздравить тебя с началом нового 112-го сезона 112-го, дорогие друзья. Я уверен, он всем нам принесет кучу положительных эмоций. В залах будет аншлаг. Люди будут выходить восторженными да. лицами, с хорошим настроением. Обещаете ли вы нам это? Обещаем. Конечно, пользуясь случаем, я хочу пригласить наших зрителей в наш театр. 6 октября Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала открывает 112-й сезон своим легендарным спектаклем Карима Тинчурина «Зангар Шель». Это классическая постановка. Да. Кстати, самый первый спектакль после того, как я из Альметьевска переехал в Казань, был «Зангар Шель». Да. Приятно, что уже столько лет он в репертуаре. Да. Вот, кстати, да. вот ты как актриса, ты согласна с тем, что вот какие-то спектакли должны быть всегда? Или все-таки Конечно. стоит ротацию производить? Конечно, это наша визитная карточка. Мы каждый год открываем сезон с этим спектаклем и закрываем. Но это как «Лебединое озеро» в опере. Это да? наша То есть это традиция. всегда. Это наша традиция, да. Новинки ожидают? Да? Конечно, Премьеры. конечно. Зрителей ждут много сюрпризов. Первая премьера состоится у нас 14 октября на малой сцене Килимишек. Далее Миркей Блен Айсулу. Зимой у нас состоится премьера Аяз Гыляжевым «Этеш Мендешитенге», где буду играть я в роли Гульмарьям. Также планируются постановки спектаклей Киляява и Турмуш Мубу. В общем, Настолько уважаемые много. телезрители, много премьер. Приходите, двери театра Камала для вас всегда открыты. Я правильно сказал? Да, конечно. Уверен, увидимся Конечно, вместе с вами. обязательно. А я, с твоего позволения, немножечко Да, подсолю конечно, нашу конечно, курочку. Конечно. И пока закрываем. Не Да. добавляем туда ничего? Нет, пока закрываем. Гузель, вот в театре Камала каждый год традиция представлять премьеры, да? Да, Нашим да. уважаемым зрителям. А вот внутри коллектива есть какие-то традиции? Конечно. Которые мы не видим и не знаем? Конечно. Обязательно каждый год открываем сезон и закрываем сезон. Мы всей труппой ездим на кладбище, чтобы получить благословение от наших великих людей, которые посвятили всю свою жизнь искусству, театру. Кстати, хочу вот рассказать стихотворение одно из моих любимых стихотворений. Кешеләргә без яхшылык эшлик, эшләмәсәк ғәрлек. Тик яхшылык эшләү җиңел түгел, ул зур фидакарлык. Яшәү безгә авыр булыр иде, яхшылыктан башка. Шуңа күрә яхшылыклар эшлик без үзебез башта. Ятмый көтеп яхшылыкны эшләр безгә диеп кемдер. Яхшылыклар эшлик җаным, син дә үз үзеңне күндер. Шунда гына канәгатьлек хисе алыр сине биләп. Һәм үзеңнең кеше икәнеңне син тоярсың кинәт. Моның шулай икәнлеген күпләр яхшы аңлый аны. Тик барыбер яхшылыкны һәркем эшли алмый аны. Яхшылыкларны эшләгез, творите добрые дела. Да. Итог этого стихотворения. А мы продолжаем готовить курицу с овощами. Да. Практически у нас уже финальный этап. Так, укропчик я порезал. Да. Куда у нас идут помидорки? Сейчас мы все это отправляем В казан. в казан. В наш Да. красивый, любимый Все казан. наши овощи, лук. Так, помидорчики. Держи. И болгарский перец. Я думаю, кстати, можно будет еще немного посолить. Гузель, Да. я думаю, самый любимый вопрос, или нелюбимый, для актеров, это ваши любимые роли, да, все спрашивают? Да. А я хочу спросить вот про твое амплуа. Знаешь, вот в отличие от других актеров, наверное, у меня разноплановые амплуа.
Ну. Я играю разные роли. Ну, например, совершенно. вот роль мальчика, Например, да, в Зангар-Шеле? Например, роль мальчика в Зангар-Шеле. Играла роль девочки маленькой Нахват Турнасиляшикте. Биткейнурда. Биткейнурна играла Кую Кызларда. А сейчас у меня, кстати, будет роль в новой премьере уже старше своего возраста. То есть у То есть меня уже вот ты такие будешь вот... играть взрослую женщину. Да, да, да. Одним словом, Гузель Шакирова все может. Все. Я правильно говорю? Да. Но ты можешь прочитать что-нибудь вот из спектаклей, которые ты играешь? Кстати, я пока добавляю лук к основному блюду. Я лучше спою вам куплетик маленький со спектакля «Кую Кызлар», где играл Биткейнур. Ауылыкайым, матурыкайым, сағынам сені күні сайын, йылыдан артық тыйылдыла, өткен шушы бір айым. Молодец, Гузель, молодец, молодец. Бекзур Рахмет. Так, что у нас сейчас мы остается можем еще? Перемешать это все. Мы перемешиваем, Да, тщательно все. А я порежу пока чеснок Чесночок. для нашей картошечки. Гузель, я все тщательно перемешал. Да. Какой ингредиент мы еще добавляем? Сейчас мы добавляем сметану. Сметанку. Да. Прям всю? И прям чем больше, тем лучше. Мне уже нравится рецепт этого блюда. Так. Перемешиваем и закрываем крышечкой. Пусть остается на 10 минут. То есть потомится еще примерно 10 минут. Да, 10 минут. А тем временем мы займемся нашим гарниром, картошечкой. Кстати, я уже слил воду у картофеля. Угу. Так, все, мы это оставляем. Да. Ароматненько. Итак, открываем картошечку. Да, в картошечку мы добавляем масло, чеснок и укроп. Прям в наш казанок. Да? Сколько масла? Половиночку? Давай половиночку. Так, половинку масла. Угу. Укроп. Укроп. То есть как быстро приготовить вкусный гарнир, да? Угу. И Чесночок. И у многих зрителей стоит вопрос, как же все это быстро перемешать. Как же перемешать? Мы накрываем крышечкой. Берем прихваточки. Угу. Взбалтываем. И наш гарнир практически готов. Да, Пусть еще, немножко пропитается. Руслан, еще один секрет. У нас остался последний этап. Это муку мы смешиваем вместе с водой Так. и добавляем в наше основное блюдо. И все-таки процесс приготовления этого блюда интересный. Да. Я думал, на сметане уже все. То есть просто перемешиваем Просто перемешиваем. и добавляем Да, к основному да. блюду. И по секрету, Гузель, скажи, откуда рецепт? Откуда, ты знаешь, я попробовала его в гостях, и оно мне очень понравилось. Теперь оно вот стало нашим традиционным блюдом в нашей семье. Финальный раз мы все тщательно перемешиваем, Мгм. закрываем крышечкой, Да. ждем примерно минут 10-15 и будем наконец-то пробовать это блюдо. Яшельши тауок. Курицу и перец нарезали соломкой, помидоры обдали кипятком и сняли с них кожицу. В казане сначала обжарили курицу, затем добавили помидоры и сладкий перец. Лук нарезали полукольцами и обжарили на отдельной сковороде, добавив молотую паприку. Затем отправили обжаренный лук к курице, немного потушили, добавили сметану и разведенную в холодной воде муку. Закрыли крышкой и потомили еще минут 10 на маленьком огне. На гарнир подавали отварной картофель со сливочным маслом и мелко нарезанным укропом. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Ну а сейчас состоится премьерная дегустация блюда под названием... Яшельчали таук. Так нравится, как ты его произносишь. Итак, Гузель, мы готовы? Да, Говорим, что бисмилля рахман рахим. да. Итак, Пробуем. как зритель я могу только сказать браво. Очень вкусно. Очень вкусно. И вот мы добавляли сметану, муку, обилие овощей. И все это превратилось, друзья, в чудесный соус, который все-таки это блюдо отличает от других. Оригинально, интересно, Да. я бы сказал, современно. Да. Молодец. Спасибо. Гузель, ну а сейчас позволь еще раз сказать тебе большое спасибо. Желаю тебе творческого вдохновения, Спасибо. новых премьер и всегда улыбаться, жить красиво и вкусно готовить.
Ну а я хочу пригласить наших зрителей в наш любимый театр Галяскара Камала. Для вас новые примеры, любимые актеры, в общем, все самое интересное не пропустите, друзья. Ну а наша программа подошла к концу, мы говорим вам до свидания, увидимся, как всегда, на любимом канале ТНВ. Пока-пока. Batları xanı başları, dik temli hem fayda.